soydan shu so'rog'ini olgan ham g'arabdir. G'arablar ekli tarqaldi.
Раньше вот шаманам давали деньги или нет? А курсам Нет, вообще, если человек выздоравливал, хотели как-то шамана, ну давали мясо, баран, да, масло, мало могли, да, то есть молока, да. Ну, как дань уважения, да? Да. Никогда деньги не давали. Кроме того, все шаманы имели свое хозяйство, ходили на охоту, занимались рыбным ловлей. Это не было профессии, которая давала заработок. Потом это не было, когда там 5-10 шаманов вместе не собиралось. Даже 2 шамана одновременно не собирались. А вот сейчас вы как руководитель, вы, как вы считаете, что вот термин, который я дает, термин? Я считаю, все правильно. Все У правильно. вас правильно все. С моей точки зрения. Но я, конечно, не музыкальный, но мне кажется, что вы правы во всем. Вот. Даже любой человек, который послушает, он поймет. Не надо быть человеком особенным, таких слухов, чтобы почувствовать разницу. Да, с экстремом.
Тува – это часть Южной Сибири, где сосредоточены природные ландшафты с многочисленной и разнообразной фауной и флорой, различными типами хозяйства. Уникальной особенностью Тувы является наличие всех природных зон. Географический центр Азии, пожалуй, единственное место в мире, где живописные горно-степные долины соседствуют с вековой нетронутой тайгой, тундрой, а верблюды и кони с яками и северными оленями. Тувинцы – прирожденные охотники и скотоводы. В Туве много красивых природных шумов, которые получили свое отражение в музыкальной культуре. Умение подражать звукам природы и использование этого умения в быту – один из ключей к искусству тувинского горлового пения. Дух соприкосновения с миром природы, степями, лесами, обрядами, молением горам сохранился в традиционной культуре по сей день. Люди вновь и вновь возвращаются в этот мир. Это очень ранняя форма культуры, очень разнообразная, богатая, целостная, многослойная. Она охватывает глубоко укорененные древние пласты традиционных бытовых и трудовых обрядов. Сегодня традиционная музыка звучит одновременно с современными мотивами, не только сюжетными, но и интонационными. И это происходит как следствие включенности тувинской музыкальной культуры не только в регионально близкую монгольскую, тибетскую, тюркскую, но и общемировую современную культуру.
Визитная карточка музыкальной культуры Тувы для всего мира – это ее искусство городовиков. У музыкальных инструментов резонатором обычно служит трубка или полость, который усиливает основной звук инструмента и определяет колорит тона, но не может менять размер и форму. У сольно-двуголосия тувинцев существует другой вид резонатора – грудной. Его размер и форма могут изменяться относительно свободно. Исполнитель делает глубокий вдох и мягко надавливает мышцами груди на заполненные воздухом легкие. Медленно выдыхая при сохранении ощущения спрессованности находящегося в груди воздуха, исполнитель издает специфический грудной звук. Мышцы груди при этом остаются сильно напряженными, пока весь воздух не будет выдохнут. Этого эффекта можно достичь при достаточно плотном энергетическом насыщении внутреннего пространства грудной клетки. Исполнитель как бы выдавливает грудными мышцами упругую энергетическую субстанцию, резонирующую в грудной полости. Это и есть прием характер, дословно петь с опорой на грудь. Данный прием рассматривается как основной способ создания сопротивления потоку воздуха, что достигается за счет сужения просвета воздухопроводящих путей и давления мышц груди. Сужение просвета воздухопроводящих путей несет не главную, а вспомогательную функцию. При произнесении любой фонемы или при обычном пении гортань сужается. При пении с опорой на грудь также образуется сужение дыхательного отверстия гортани, а не натянутые голосовые связки при этом плотно смыкаются. Для характер отличительным признаком является именно эффект возникновения акустического резонанса при плавном выдавливании воздуха из груди. Глотка служит своеобразным акустическим микшером, а грудная полость выступает как резонатор. Дополнительное задействование ротовых и носовых резонаторных полостей, изменение положения языка открывает исполнителю возможность одновременно воспроизводить 2 или 3 звука. Исполнители обычно говорят «постанка спа коррективит», что буквально означает «не зажимай гортань, пой с опорой на грудь». Тувинская техника горлового пения, именно полость груди, легкие певца являются музыкальным инструментом. Это и есть основное специфическое отличие тувинской корпоры музицирования, термин, предложенный профессором Мациевским, от сходных видов пения у других народов Саян-Алтая, где используется только ротовой резонатор. Такое пение представляется облегченным вариантом, грудные мышцы не напрягаются, исполнитель монгольского хамия, хакасского хая, алтайского и шорского хая в состоянии петь несколько часов или даже дней при исполнении эпических произведений. А у тувинского хамежи каждый выдох с приемом характер длится порядка 30 секунд. Артист быстро устает и обычно выступает не более 20-30 минут. Стили тувинского сольно-двуголосия возникают как следствие звукоизвлечения, основанного на этом приеме. Ни один из них невозможен без зачина приемом характер. У этого искусства есть свои технические ходы, свои музыкальные закономерности. Ни в одной, пожалуй, стране нет такого разнообразия стилей и субстилей, такого цветения и общетрадиционных, и гибридных, индивидуальных, экспериментальных и чисто инструментальных стилей и субстилей. Это искусство тесно связано с кочевым бытом, конной культурой, культурой всадников. В стиле Парванатыр и Зенглер напрямую связано с синохотью коня, звуком сбруи, ритмичными движениями всадника в седле, что вызывает соответственные ритмичные изменения грудного резонатора и в совокупности создает физиологический колорит этих стилей. Существует целый пласт звучания, который переходит в музыкальную культуру. Это использование напевного исполнения для общения с домашними животными. Музыка в быту как способ ведения домашнего хозяйства. Это издавна отработанные приемы для общения с животными, особенно в конфликтной ситуации, когда возникают сложности с молотняком. Здесь музыка используется как профессиональный прием скотоводов, близкие по своему звучанию к колыбельному хамею, шаманскому камланию, интонационным речитациям секундантов во время скачек и борьбы куреш. В колыбельном хамее также прослеживается постепенное развитие рефлексированной колыбельной, как произведение искусства,
из мелодического напева, который может просто усыплять ребенка. Постепенно из повседневных забот развился феномен горлового пения как искусство ради самого искусства. Я делаю вывод о первичности техник приучения скота и колыбельного пения и о развитии горлового пения на основе бытовых мелодической речитации, исходя из общего принципа интонирования. Hadi öğretim bozuyor, öğretmen. Orada da güzel, korek. Orada da korek var. Da korek, yok korek, çürek. Ama mesela korek aynen, orada da hani yine korek. Kuşmun bes korek. 이해하는 데서 아무튼 터너하고 하는 그래 그런 거 근데 아 아전 인들의 그러면 인들의 되게 의식하는 하나가 있어서 보다 그렇게 무슨 보다 하는 하나가 아직 나가는 제가 그렇고라고 하냐 아가는 것도 너무 보다 하는 하나가 더 важно. Обратимся к основным для тувинского горлового пения типам мелодического интонирования, представляющим собой сложный конгломерат приемов, способов и техник, накопленных народным музыкальным искусством в течение столетий. Amca oldu. Yang tahu gaya satu, mas ada rumah
Основные стили существуют в нескольких разновидностях, среди которых выделяется степной каргара. В нем отражены вольные степные просторы, и при исполнении которого часто используется движение воздушных масс, направление и сила ветра. Комбинируя и меняя свое положение на коне по отношению к ветру, всадник ведет акустический игру с пространством, с воздухом. Это особые красивые манеры звукоподачи тувинских исполнителей. Итак, основные стили это каргара, сагыт, эзингелер, хуэмей, порбангнадыр. Как уже говорилось, существует множество субстилей, из которых наиболее распространенные это теспен горбанг чилантык, кумзатар, хоскаргра, өпей хуэмей, порбангнадыр, тамрактар. От степени их сохранности, на мой взгляд, зависит продолжение существования тувинского горлового пения в дальнейшем.